الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и зрители, в прошлом воскресенье мы с помощью Аллаха говорили о второй хадисе из 40 хадисов имама Ан-Навави, рахматуллахи. У нас время мало было, не мог более-менее рассказать и растолковать о хадисе. Иншаллах, будем сегодня говорить то же самое, иншаллах, тоже хадисы. Заново будем сейчас говорить слегка, чтобы смысл не терялся, иншаллах. И постараюсь много не растолковать. Этот хадис очень важный, и если растолковать, это займет очень много времени. Так, بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني второй حديث عن عمر رضي الله عنه تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. То есть передано от Умара радийаллаху анху, что говорит, однажды, когда мы сидели с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи салям, к нам пришел человек в очень белой одежде и с очень черными волосами. На нем не было признаков путешествия, и никто из нас не знал его. То есть он не был местным, поэтому мы не знали его. И также на нем не было признаков, что он является путешественником, чтобы сказать, он мусафир, путешественником. Он подошел, сел напротив посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, касаясь колонн пророка своими коленями, и положил руку на свои бедра. Затем он сказал: «Я Мухаммад, о Мухаммад, ахбирни ан ислам». То есть расскажи мне об исламе. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. То есть этот человек спрашивал у посланника Аллаха, что говорит: «Я Мухаммад, ахбирни ан ислам». То есть расскажи мне об исламе. Тогда сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что ислам — это свидетельство того, что нет Бога, кроме Аллаха. То есть в тексте написано «анташхада», чтобы ты свидетельствовал, что нет божества, кроме единого Аллаха. «Ватухима салах», чтобы ты совершал намаз, ватутия закат, чтобы ты выплачивал закат, ватасума рамадан, чтобы ты держал пост месяца Рамадана, ватахуджа аль-байта ин истатата илей сабила, и совершал хадж, если у тебя есть возможности. «Кала саддакта фа'аджибна лаху яс'алу ва ясуддуку». Говорит Умар радийаллаху анху, что мы удивились, что этот человек спрашивает, как будто не знает, не знающий человек. И после того, как посланник Аллаха отвечает ему, и он говорит, что ты сказал правду, то есть говорит, странно, да. Мы удивились о его состоянии, обстановке, то есть.
Кола фаахбирни ан иман. И дальше продолжает этот человек спрашивать у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, фаахбирни ан иман. То есть, говорит, расскажите мне о имане. Что такое иман? И قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил этому человеку, что иман это ан ту'мина билля, чтобы ты уверовал в Аллаха Всевышнего, ва малаикати, также уверовал в его ангелы, ва кутубихи, в его книгу, в Писание, ва русулихи, и также уверовал в его все посланники. Валь яумил ахир, и также, чтобы ты уверовал в яумил ахир, то есть день киямата, судный день, ва ту'мина бил кадари хайри ва шаррихи. И также, чтобы ты уверовал в предопределение, судьбу, хорошим и плохим. Кала саддакта, и этот человек ответил посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, что ты сказал правду. Кала фаахбирни ан ислам, и тогда этот человек спрашивал третий раз у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что вы расскажите мне о ихсане. Кал, ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что ан та'буд Аллаха ка'аннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак. То есть ихсан это когда ты совершаешь поклонение, ибада, чтобы ты так совершал, амал делал, как будто ты Аллаха Всевышнего видишь. С очень высокими убеждениями. Фаилам такун тараху фаиннаху ярак. Если ты не можешь, то второй степень, то есть, чтобы ты, когда совершаешь благое деяния, амал, чтобы так совершал, чтобы Аллах тебя видит. Кол фаахбирни ани саа, тогда четвертый раз, то есть спрашивает этот человек, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что фаахбирни ани саа, расскажите мне о саате, то есть наступление конца света, когда в этом дунья наступает час конца света. Кол, тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что мал мас'улу анха би'алам мин ас-саил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что спрашиваемый не знает об этом больше, чем спрашивающий. То есть посланник говорит, я не знаю. Больше, чем спрашиваешь, то есть больше ты о Джабраиле алейхиссалам. قال فأخبرني عن أماراتها. Тогда этот человек спрашивал, сказал, расскажи мне о его признаках. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ан талидал амату раббатаха», когда рабыня родит свою госпожу. «Ва ан тарал хуфата ал-урата ал-алата ри'a аш-ша ятатавалуна фил буньян». И когда босоногие нищие пастухи будут соревноваться в строительстве высоких зданий. То есть небоскребов, высокие дома и башни, и многоэтажных там домах. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال.
Затем этот человек ушел, я остался некоторое время. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил меня: «Я Умар, атадри мани саа?» О Умар, «Я Умар, атадри мани саиль?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, спрашивал меня: «О Умар, ты знаешь, кто был этот человек, то есть, спрашивающий?» Культу Аллаху ва Расулу а'лам. Я ответил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что Аллах и его посланник лучше знает. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это был Джабраил, пришел, чтобы научить вас вашей религии, религии ислама. Иншаллах, у кого если будут вопросы, может задавать в конце урока, иншаллах. А если кто потом увидел в YouTube, посмотрел, может в комментарии, иншаллах, задавать вопросы по этому тему хадиса, иншаллах, постараемся ответить. И у кого какие есть, то есть, может быть, какие-то предложения есть, или, не знаю, мы только начали, иншаллах, есть, конечно, недостатки, может предложить, как нам поступить лучше, иншаллах. Так, если растолковать этот хадис, как мы сказали, это займет очень много времени. Постараюсь много не растолковать, чтобы не теряться смысл главных. Этот хадис был передан имам Муслим, рахматуллах алей, и считается одним из самых важных, потому что содержит и охватывает этот хадис фундаментальные аспекты религии ислама. То есть сам ислам, то есть что означает внешние обряды поклонения, и также охватывает иман, то есть 6 столбов ислама, внутренние, и также охватывает ихсан. Ихсан, то есть высшая форма поклонения и духовное совершенство охватывает, поэтому она очень важна. И многие ученые говорят в хадиса. Вообще-то это хадис называется хадисом Джабраила алейхиссаляму. Называется хадиса Джабраил алейхиссалату вассалам. Так, Ибн Хаджар Аль-Асхани, рахматуллах алей, и также имам Ан-Навави говорит, что это хадис организован как системе, объясняющей 3 ключевые категории религии ислама. Он, то есть, показывает или охватывает ислам, это поклонение внешности, как сказали, и также внутреннее убеждение, то есть иман, и также ихсан. И, то есть, 3 это вещи. 4 это охватывает, то есть, признаки конца света. 4 очень важные вещи охватывает. И также, то есть, это хадис, очень много вещей, удивительный хадис, и много чего учит нас. Из этого хадиса много чего брать, важные уроки. То есть, здесь начнем, откуда начнем? Иншаллах, начнем этот Ибн Таймия, рахматуллах алейх, и также другие ученые говорят, что иман, ислам, иман, она и действительно так и есть. Иман, ислам, они не различаются, они в одном месте. То есть много ученых говорят, и также говорит Ибн Таймия, рахматуллах, когда ислам, иман, они соблюдаются сильно, и так в результате этого появляется ихсан. Ихсан очень важно в жизни мусульманина. Так, причина нузул, сабаб нузул.
Почему это было ниспослано, или причина открывания или рассказывания этого хадиса. Имам Муслим, рахматуллахи, в своем сборнике Сахих Муслиме на начале этого хадиса говорит 3-4 формы этого хадиса. Начинает говорить, потому что это хадис очень важный. И там говорит, что посланник Аллаха сам сказал: «Саалуни ан диникум». Спрашивайте меня о своей религии ислама. Тогда сподвижники, они очень сильно уважали и то есть не задавали много вопросов посланнику Аллаха, саллаллаху то есть испытывая уважение и благовение перед посланником, саллаллаху, поэтому они не спрашивали прямой спрашивания. Тогда Аллах Всевышний отправил Джабраиля, алейхиссаляму, он пришел и таким образом научил сподвижников посланника саллаллаху и также нас, всех мусульман, что такое ислам и иман, то есть религия обучил. И также имам Аль-Куртуби сказал, что это хадис подобен сурат Фатиха. То есть сурат Фатиха известен тем, что содержит основы принципы поклонения просьба Аллаха Всевышнего. Ияка на'буду ва ияка настаин, ихдина сирата аль-мустаким. То есть мы поклоняемся только тебе, о Аллаха, и только у тебя спрашиваем помощи в жизни. Это очень необходимо для нас, мусульмане и единобожники. То есть очень важна эта сура, и также этот хадис важен. То есть Аль-Фатиха известен тем, что содержит основы принципы поклонения, просьбы о наставлении и прославления Аллаха. Подобно этому хадису, Джабраиль охватывает все основы, аспекты ислама, делая его всеобъемлющим руководством для верующих. Таким образом, имам Аль-Кутуби говорит, что это хадис Джабраиль важен для мусульман, так же, как и важен сура Фатиха. Также важен, то есть. Так, пойдем дальше. Из этого хадиса то есть хадис Джабраиля алейхиссалама, мы несколько уроков то есть берем из этого очень, то есть важные уроки принципов, которые мы нуждаемся в жизни. Говорит, что пришел посланник Аллаха, саллаллаху Джабраиль алейхиссалам, в образе мужчина, человека. Из этого хадиса понимается, что сподвижники увидели Джабраилу алейхиссалату вассаламу, когда он принял облако мужчина. Здесь надо понимать, что ангелы, они принимают облак человека только мужчинам, не женщинам. Плюс к этому они не обладают половых мужской половиной, у них не обладает мужской и женской. Они только принимают, когда необходимо, как некоторое время приняли, как это в этом моменте, что Джабраиль алейхиссалам принял облак мужчины только без половых, то есть органов, мужских органов. Вообще ангелы, кто такие ангелы? Ангелы, они махлук нуранiyun, ла я'асуна Аллаха ма амарахум. Ангелы, они созданы Аллахом Всевышним, они вообще не согрешают, они день и ночь поклоняются Аллаху Всевышнему. То есть они не спят, не кушают, нет у них половых органов, у них разум, акл, и у них нуранiyun, то есть они от света созданы Аллаху Всевышнему. День и ночь они поклоняются Аллаху Всевышнему. То есть из этого хадиса мы понимаем, что сподвижники посланника Аллаха саллаллаху прямо увидели кого? Джабраилу алейхиссалату вассаламу. И также мы понимаем, берем урок, очень важный урок из этого хадиса,
что он пришел к посланнику саламу, сидел напротив посланника салама, как сидим мы в атахияте, в намазе, ташахуде, коленем и руки на колени поставили. Это самые лучшие сидения для ученика, когда берут уроки, уважительным вести ученик, как себя вел Джабраил, алейхиссалату вассалам. То есть это очень большой ангел и высокий статус. Субханаллах, когда задает же вопрос посланника салама о религии, и он сидел с адабом, то есть этикет он соблюдал, что мы, то есть талиб илмов, кто берет знания, также важно, чтобы он вел себя и исследовал этикет ислама, адаба, ахлака. То есть, если конечно, человек, когда устает, может поменять, то есть облак сидения по-другому. Но самый лучший этот сидение, как сидел Джабраил, алейхиссалату вассалам. И здесь говорит, что описывается Джабраилу, как он был внешний образ. Умар разияллаху говорит, что раджулун шадидун баяд, мужчина, который был баяд сияб, с очень белыми одеждами. Мы из этого очень важный урок берем, что то есть очень сильный белый был одежды, то есть очень чистый был. То есть мусульмане очень то есть обязательно, то есть очень сильно должен внимание обращать на одежды, и он должен соблюдать очень чистыми, не должно быть грязными одеждами. Особенно ученик. Как это был у Джабраиля, очень нарядный, чистый и белый. Белый цвет одежды тоже это хорошо. Все цвет хорошо, но белый здесь лучше. То есть ученик, и также все мусульмане должны всегда быть очень чистыми одеждами, не грязными. И здесь также берем очень важный урок для себя, да, что Джабраил, алейхиссалам, говорит, он путешествовал ради знания. То есть ради знания нужно необходимо путешествоваться, отделяться от мирского, то есть и идти брать знания. То есть путешествие, сафар – это ради знания. Как это делал Джабраил алейхиссалам, как это делал очень множество исламских ученые. То есть ради знания путешествуется, ради знания делается сафар. И здесь другой важный урок мы берем из этого хадиса, что говорит, что описывается о Джабраиле алейхиссалам, что шадиду савади шар, у него был очень черными волосами. Это указывает на молодости. Это хорошо или важно учиться брать знания с молодости, рано в возрасте. Это очень важно. Ну, кто не успел или потом пришел в исламе, нет ограничений, может там в любое время поступить, учиться ислама и брать знания. Знание берется до самой смерти. Как это сделали сильнейшие ученые. Если до самой смерти, если будем рассказать, что отходим от темы, иншаллах, дальше продолжим дальше идти по хадису, иншаллах. Я повторяю, у кого есть вопросы, иншаллах, может задавать в конце урока, иншаллах. И тут другой, что мы берем урок, она, вот эта форма учения задает вопрос,
Джабраиль алейхиссалам, посланник Аллаха салама, и посланник Аллаха саллаллаху отвечает ему. Это очень важная форма для обучения, что хорошо то есть заходит в ученика, ученика очень полезная, очень хорошая система обучения. И тут идем дальше до этого, когда посланник Аллаха салама тут отвечает, что я не знаю, когда спрашивает о конца света. Перед этим будем объяснять вот эта система, спрашивающий, отвечающий, что это очень важно и необходимо. Во время урока не стесняться говорить, то есть спрашивать у учителя. И здесь есть асар у Ибн Аббаса, разъяллаху. В прошлом воскресенье говорили, еще раз будем говорить, укрепляясь. Нет в этом ничего плохого. Как мы видим, Джабраиль алейхиссалам спрашивает у посланника Аллаха саллаллаху. Это что значит, что Джабраиль алейхиссалам знает ислам, что такое иман, что такое, но опять же спрашивает. То есть это укрепляет знание. И سئل ابن عباس رضي الله عنه كيف وصلت إلى هذا العلم كله فأجاب بلسان سؤول وقلب عقول. Насчет вопрос задавать. И спрашивали Ибн Аббас, как вы достигли этого высокое знание, высокое место знания, или очень сильное знание. Он ответил с помощью языка, который всегда спрашивает, и с помощью разума, который всегда размышляет. То есть он спрашивал постоянно то, что не знает. Поэтому ученик очень важно, что спрашивал у своего учителя. Он не должен стесняться во время учения, во время урока. Знание приходит через постоянное стремление к обучению и глубокие размышления. И также был спрос на имама Захари, العلم الكنوز ومفتاحه السؤول فاسألوا فإنما يتعلم الإنسان بالسؤول. Имам Аз-Зухри, когда ему спрашивали, сказали, знание это сокровище. Знание это сокровище, а ключ к этому сокровищу является, то есть вопросы. Поэтому, говорит, задавайте вопросы, ведь с их помощью человек учится. И также был спросен السمعي كيف وصلت إلى هذا العلوم فأجاب أمسكت بالأذن وتركت اللسان. Он ответил, что спрашивали у Асма, что как вы достигли этих знаний. Он ответил, что я охватился за ушами и оставил за собой языка. То есть я очень внимательно во время процесса урока очень внимательно слушал к учителю, он что говорит. Как будто, что он говорит, все мои волосы тела стали ушами, не только с этим посредством два уши. То есть как будто говорит, что все волосы моего тела стали ушами и слушал внимательно, что говорит учитель, устаз. И таракту лисана, то есть оставил пустые разговоры и то есть оставил бесполезный, только слушал и задавал, то есть вопросы. Таким образом я достиг высокие знания. И в этом области знания, то есть занимает очень высокое место. И как учит нас, что Джабраиль алейхиссалам путешествовал ради знания, то есть знание занимает очень высокое место и очень необходимое знание,
что говорил Али ибн Аби Талиб радiyallahu аль-ильму хайрун мин аль-мал. Аль-ильму хайрун мин аль-мал. Аль-ильму яхриску ва анта тахрису аль-мал. Али радiyallahu говорит, что знание лучше, чем богатство. Почему знание охраняет тебя? А богатство ты должен охранять. Ты должен всегда думать о богатстве. Сказал имам Аш-Шафии рахматуллахи: «Ман арада дуня фа'алайхи бил-илм, ва ман арада аль-ахира фа'алайхи бил-илм, ва ман арадахума ма'ан фа'алайхи бил-илм». Субханаллах. Удивительно говорит, что имам Шафии рахматуллахи говорит, кто хочет мирской жизни, тому нужно знание. А кто хочет жизнь вечной ахирата, тому тоже нужно знание. А кто хочет того и другое, тоже тому нужно знание, должен знание брать, чтобы знать. И также говорил Ахмад бин Хамбал, рахимахуллах: «Хаджату нас иля аль-илми аксар мин хаджатихим иля ат-та'ами ва-шараб. لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين في اليوم، أما العلم فهو يحتاج إليه في كل وقت». Субханаллах. Имам Ахмад бин Хамбал рахматуллах говорит, нужда людей в знании больше, чем их нужда в еде и питье. Почему? Потому что человек нуждается в день 1 или 2 раза в еде, в одежде, а их нужда в знании нуждается каждый час, каждое время и секунду нуждаются в знании. Субханаллах. Чтобы знать, да, как поступить, что делать, субханаллах. Чтобы избегать много проблем, многих неприятных и преуспевать, стать успешными. Субханаллах. Все ученые, они готовили для нас. Все, то есть стремились, учились, все это собранные знания оставили для нас. А мы должны, субханаллах, все готово для нас. Бисмилля, и то есть, чтобы стать успешными, следуя за то, что наши любимые ученые говорили для нас. И также Абу Ханифа, рахимахуллах та'аля, говорит, что аль-ильм хуа афдал ибадат ба'д аль-фараид. Говорит, что знание – это лучшее поклонение ибадата после обязательных молитв. То есть после любого фарза это стоит, первое место занимает это знание. И также говорит имам Газали, аль-акл биля ильмин каль-мисбах биля зайтун. То есть имам Газали говорит, разум без знания это как фонарь без масла. Раньше были же использовали фонарь, тогда света не было. Многие использовали фонари, да, вот старым формам, заливали масло и зажигали. И таким образом они использовали. То есть имам Газали говорит, разум без ахла. Большинство людей, люди они разумные, но если у человека нет разума, говорит имам Газали, это подобно фонари без масла. И также говорит про знание имам Малик, аль-ильму нурун ядау Аллаху фил калби ва ла яати бил та'алум. Имам Малик говорит, знание это свет, который Аллах вкладывает в сердца. То есть сердца чистые. То есть Аллах Всевышний дает знание богобоязненному человеку. Об этом говорит в втором суре, сура Бакара. Говорит, что «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ваттакуллаха ва юаллимукум Аллах». Ваттакуллаха обращается к нам, говорит, вы
бойтесь, то есть становитесь богобоязненными, то юаллимукумуллах, тогда Аллах вам юаллимукуллах учит вас, дает вас знания. То есть знание дает Аллах своим богобоязненным человеку, кто стремится, то есть стать богобоязненным, оставлять все грехи ради Аллаха Всевышнего и стремиться выполнять то, что Аллах говорит. Так как когда мы принимаем еды, кушаем, мы стараемся вкладывать еды или питье в чистом, очень чистом посуде. Правильно? Если там, не дай Аллах, немножко грязь, наджасат есть, у нас фитрат это не принимает, бросим его. Также Аллах не вкладывает в сердца, которые там грязь, то есть грехи, наджаса. Наджас грехи это наджаса. То есть Аллах Всевышний не вкладывает в сердца, которые там есть наджаса, то есть греха. Человек, когда не стремится к богобоязненному, то есть всех там харам смотрим, харам говорит, харам кушает, наузубиллах, и не стремится, не боится Аллаха Всевышнего, то тот человек не получит знание. Даже если получит знание, он не будет соответствовать. Поэтому имам Малик говорит, что это знание Аллах вкладывает в сердцах. Так, الإمام ابن مبارك говорит: لا يمكن الوصول إلى القمم دون معرفة الطريق إليها. Имам Ибн Мубарак, рахматуллахи, говорит: нельзя достичь высот, если не знаешь, каков путь к ним. То есть любое место, любое это нужно знание. Опять же, нужно знание. В прошлом уроке мы говорили, что Аллах Всевышний свою книгу Откровение открыл, что знание говорит. Икра бисми раббика аллази халак. То есть Аллах Всевышний открыл своего Корана, не говорит, чтобы не повелел, что делайте намаз роза поста, но он говорит: «Икра бисми раббика аллази халак», то есть во имя своего Господа, икра, читай, бери знания, бери информацию. Это что указывает, учит, что нам брать знания очень важно. И даже посланник Аллаха, то есть Аллах приказывает ему, что свою любимую пророку учит, говорит: делай дуа вот так, говорит: проси у меня, что знание проси. В то время посланник это был самый лучший и столько обладал знанием. Он прямой у Аллаха взял и вахи, и занимал. После самыми лучшими, любимыми Аллаха и самый лучший махлук, созданный перед Аллахом, это посланник Аллаха. Он выше всего, выше всего стоит. Ему тоже говорит, что проси Аллаха знания. То есть не говорит: проси деньги, богатство, проси знания. Учит нас о уммата Мухаммада. Просите знания, берите знания, следите, то есть поступайте как знание просит нас. Соответствуйте по знаниям, то есть знания. И также сура Бакара говорит: кому даровано хикмат знание, тому даровано факад утия хайран касиро, очень великое богатство. То есть кому Аллах даровал знание, тому, говорит Аллах, смотрите, как описывает Аллах Всевышнего знание, говорит, это сам Аллах Всевышний описывает, говорит: тому даровано факад утия хайран касиро. Аллах Всевышнего знанием говорит хайран касиро. То есть очень великим богатство. А когда это дуня описывает, он матау дуня говорит. То есть это вся богатство, это земля, это небеса, дуня, во всех его богатства Аллах Всевышний описывает как ничтожные. Но Аллах Всевышний описывает знания огромным, великим благом. Факат утия хайран касиру, говорит, хайр, благо касиру, великим, азимим. И
сейчас будем говорить о знании, иншаллах, потом будем продолжать. Удивительно, Али разъяллаху анху, мы знаем, что, субханаллах, Али разъяллаху анху, какого места он занимал в истории, очень был храбрым, очень был знающим, один из самых знающих был в исламе. И когда ему спрашивали, что лучше, знание или богатство, سئل علي رضي الله عنه سئل علي ابن طالب رضي الله عنه أيهما أفضل العلم أو المال. Спрашивали Алию радхиаллаху люди, подошли к нему, сказали: о Али, что лучше, знание или богатство? Субханаллах. فأعطى 10 إجابات وكل واحد منهما تؤكد تفوق العلم على المال. То есть Али радхиаллаху анху дал 10 разных ответов, что каждый из этих 10 ответов, то есть подчеркивал превосходство знания над богатством. То есть знание это другое, субханаллах. Он сказал, первый, сказал: «Аль-ильму яхрисука ва анта тахрисуль мал». Али радхиаллаху говорил, ответил им: знание охраняет тебя, а ты охраняешь богатство. Знание думает о тебя. Знание всегда думает сохранять тебя, чтобы ты не попал в неприятности, в трудности и так дальше. Чтобы ты не попал в заблуждение. А что касается мал, ты мало охраняешь, ты богатство охраняешь. То есть день и ночь ты думаешь, как сохранять богатство, чтобы не потерять богатство, чтобы не попасть в кризис и так дальше. День и ночь будешь мучиться и думать, а что? О богатстве. Таким образом, твоя жизнь уходит от страдания и заботы о богатстве. Какая сильнейшая разница. И второй говорит ответ: «Аль-ильму яздад бил истихдам байнама аль-мал янкису бил инфак». Знание при умножестве, когда ты его тратишь, когда ты его даешь садака, она не... Знание при умножестве, когда его используется. То есть, когда ты используешь, она не уменьшается, она наоборот, то есть больше становится. А в то время богатство уменьшивается, когда ты их расходуешь. Субханаллах. Удивительный ответ. Третий. Аль-ильм яджа'алю инсана азиман хата лау кана факиран. أما المال فقد يذل الإنسان إذا كان جاهلا. То есть что означает? Знание делает человека великим, даже если этот человек является бедными, мискинами, факирами. А богатство может унизить человека, если этот человек является джахилом, невежеством. Четвертый. Аль-ильму даимун байнама аль-мал заилун. Знание это вечный. Знание это вечный. А в то время богатство это что? Временное. Богатство все временно уходит. Приходит богатство и уходит. Она не вечная, она временная. То есть сезонная. И раз она приходит, потом она исчезнет. То есть. Аль-ильму ямнаху аль-инсана ихтираман валь-иззату байнама юладу аль-хасад. Знание дает человеку уважение, почет, когда как богатство порождает зависть, хасад и так дальше. Аль-ильму мирас аль-анбияи байнама аль-мал мирас аль-фараинат валь-тагут. Знание это наследство пророков, а богатство это наследство фараона и тиранов. Аль-ильму язиду мин аль-фахми валь-хикма байнама аль-мал факад яба'ду аль-инсан ан аль-хакика. Знание увеличивает понимание и мудрость человека, а богатство может отвлечет инсану, человеку от истины. Восьмой. Май ямталику аль-ильма даиман яджиду аль-да'ам байнама май ямталику аль-мала даиман
яхша факданаху. Тот, кто владеет знаниями, всегда имеет поддержку, а тот, кто владеет богатством, всегда боится его потери. 9. Аль-алим якуду инсана илля Аллах, байнама аль-мал кад ябаадуху аниллах. Знание ведет человека к Аллаху, а богатство может увести его от Аллаха Всевышнего. А 10. Аль-алим язиду мин карамат аль-инсан, байнама аль-мал кад яджалху джашаан ва мутагаттирасан. Знание увеличивает достоинство человека, когда как богатство может сделать его жадными и самодовольными. Так, дальше идем. Из этого хадиса другой очень важный урок, что тут Джабраил, алейхиссалам, спрашивают о конце света. Посланник Аллаха салам ответит ему, что «Мал мас'улу анха би'алами насаил», спрашиваемый не знает о его больше, чем спрашивает. То есть я не знаю больше, чем ты о Джабраил алейхиссалам. Это удивительно. Тут не заканчивается спрашиваемый, то есть на посланника ассалама, и спрашивающими, то есть Джабраил алейхиссалама. То есть это до конца света. Кто спрашивает о конце света, когда он поступит, и кто отвечает, не будут знать. То есть спрашиваемые и спрашивающие, они оба до конца света, они не будут знать, когда наступит конца света. И другой важный момент, что посланник Аллаха говорит, не знаю. Не знаю. Это научит нам очень важный урок, чтобы мы, если когда вопрос задают, если мы не знаем ответ, мы должны сказать, что мы не знаем. Субханаллах. Когда قال علي رضي الله عنه ليس هناك شيء أكثر إنعاشا للنفس من قول لا أدري في مسألة لا تعرف إجابة لها. Али Разон говорит, нет ничего больше освежающего для души, чем сказать «я не знаю» на вопрос, ответ, который он не знает его. Если он знает, должен он сказать. Если он действительно знает ответ и не сомневается, он не должен скрывать вопрос религии, обязательно должен сказать, иначе будет проблема у него. Если не знает, должен он сказать «я не знаю». И история Али, имам Малик, рахматуллах алейх, говорит, «Аль-и'троф би ла адри хуа джаухарул ильми». Имам Малик, рахматуллах, говорит, признание «я не знаю» — это сама суть знания. Субханаллах, история удивительна об самом великих имам Малик, рахматуллах. К нему человек пришел из другого села, и также его земляки вопрос задавали, пришел, то есть путешествовал, и приехал к имаму Малика, рахматуллах, с 40 вопросов. Он, когда вопрос задавал имам Малик, он ответил на 40 вопросов, только на 4 вопросов, на 36 вопросов он сказал «не знаю», «не знаю» ответа. Субханаллах. Это очень важный, то есть, урок для нас. Субханаллах. Посмотрите великих ученых, как поступили. Когда не знали, а просто сказали, не знали. И тогда этот человек удивился, сказал, что был удивлен,
сказал, я что отвечу, когда возвращаюсь к своему там, да, вот, селу и землякам своим, что скажу, что этот великий ученый знал на 36 вопросов. Имам Малик рахматуллах сказал, вот так скажи просто, скажи, что имам Малик не знал. Скажи вот так. Субханаллах. Удивительно этот момент, субханаллах. Имам Шафи говорит, إذا تقتل العالم عالم قول لا أدري فقد اقتربت نهايته. И также имам Шафи, рахматуллах алейх, великий ученый, есть у него слов, асар, этой теме, что говорит, если знающий аль-алим, если ученые пропустят признание, что того, что я не знаю, это уже его конец, это человек близок, это опасный. Того, что не знаешь, надо сказать, что не знаю. И также имам Ахмад бин Хамбал говорит, аджру наси аля кауля адри хуа а'ламухум, что означает, имам Ахмад бин Хамбал сказал, смелее всего говорит, я не знаю, именно тот, кто больше всего знает. То есть сами, чем больше не знает, человек обладает знанием, он смелее говорит, что не знаю. Так. قال الإمام الغزالي لا تخاف من قول لا أدري فإن الاعتراف بذلك يؤدي إلى الحقيقة. Имам Газали рахматуллах говорит, не бойся сказать, когда ты не знаешь, ответь, скажи, я не знаю. Не бойся говорить, я не знаю, ибо признание этого ведет к истине, на самом деле ведет к истине. Имам Бухари рахматуллах также говорит, он также сказал, что много вопросов не знает, у него тоже много асаров насчет знания. Сказать, что я не знаю, когда ты на вопрос не знаешь, это охватит половину знания, это является половиной нисфл знания. Ибн Вахаб говорит, لو أردت أن أنصرف كل يوم بالألواح ملأي عند المالك ابن أنس فيما يسأل ويقول لا أدري إن صرفت بها. Ибн Вахаб, один из приближенных ученик имама Малика, рахматуллах, субханаллах, он говорит, если бы я хотел каждый день уходить от имама Малика, рахматуллах, с полными досками записей, то сделал бы это. Но на многие вопросы, которые ему Малик было задано, он отвечал, не знаю, не знаю, не знаю. И Ибн Сарах говорит, что وقد صار لا أدري عند أهل زماننا هذا عيب والله المستعان. Ибн Сарах, рахматуллах алейх, говорит, что ла адри, сказать я не знаю, в наше время это сказал как позор, да, вот, наузубилля, пусть Аллах сохраняет нам. Субханаллах, Ибн Аббас, Абдулла ибн Мас'уд, один из сподвижников посланника салама и приближенный, и знающий знаток сподвижник, смотрите, как он говорит, что говорит об этом теме, сказать не знаю, смотрите, что он говорит, говорит, Абдулла ибн Мас'уд яхлифу биллахи анна алладhi яфту фи кулли ма яс'алунаху маджнунун
Валяу халифа халифун лабара ау коласа. То есть Ибн Масуд, Абдулла бин Масуд разъяллаху говорит, яхлифу, он поклоняется Аллаху, клянутся Аллах Всевышний, что тот, кто фатва дает на каждый вопрос, который ему задан, он говорит маджнунун, он безумный, говорит. Он маджнун, является маджнуном. Безумница, говорит он. Обязательно человек где-то в области не знает он вопросов. Субхан, настолько он был человек, все равно он не знает. Смотрите на историю имама Малик, имама Ахмад, Хамбал и других великих ученых, которые, субхан, занимались очень высоким местом в исламе. Они сказали, не знаю, имам Малик, имам Бухари, он был амир муминин в хадисе, он тоже сказал много вопросов, не знаю. Субханаллах. Даже كان محمد ابن سيرين إذا سئل عن أشياء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. حيلة أولياء. Когда Мухаммад ибн Сирин спрашивали о халале хараме, о том, что из области фикха, то есть что дозволено, что харама, то он настолько испугался, что было заметно это, то есть от его цвет лица менялся. То есть боялся, это религия Аллаха Всевышнего. Когда человек не знает, должен сказать, не знаю, не должен сомневаться. Если знает, должен сказать, не знаю. И об этом много аят Аллаха Всевышний говорит, то есть не говорит того, что не знаете, это халаль, это харам, чтобы не наговаривать на Аллаха Всевышнего. Это опасно. Наверное, мы уже время много занимает. Так, дальше идем. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Это означает, чтобы этот аспект очень важен. И много ученых, и также Ибн Таймия говорит, что когда ислам и иман, они в целом одной вещи друг от друга не отделяются, когда стабильно вот это ислам, иман, то есть ислам, внешний ибадат, намаз, поста и так дальше соблюдается с иманами. То есть это важно и с иманом, потому что мунафики делают намаз, у них нет имана. Имеется в виду, чтобы был иман и ислам, они цели одном целые, тогда получится, что ихсан. Это ихсан, это высшее поклонение Аллаха Всевышнего. Когда человек поклоняется, как будто Аллах Всевышнего видит. То есть это должен... Тогда получается ихсан. Ихсан очень важно для нас, чтобы мы стремились было в каждом нашего поклонения, деяния, чтобы мы были максимально стремлены к фиксированию вот этого ихсана. Когда намаз делаем, когда садака даем, да, вот не надо забывать Аллаха Всевышнего. И везде, всегда должно быть не забывать Аллаха Всевышнего. Всегда думать об Аллахе, что Он присутствует, Он видит нас, смотрит на нас и слышит наши разговоры, и видит наши действия и в намазе, и в поста, и в Рамазане, и на улице, в рынках, да, вот не обманывать, вести себя подобающего должен мусульманин, и в сфере домашней, семейной, по отношению жена, да, вот детей, также по отношению папы, мама, с ихлясом нельзя забывать, то есть это что Аллах видит, делает все поклонение, как будто Аллах видит его. Если это не получается, хотя бы минимум думать, что Аллах видит тебя. И про конца света, тот посланник говорит, не знаю. Ученые говорят, что сейчас
Тут говорит, что увидишь, то есть пастухи и нищие факири, мискини, они будут делать соревнования по отношению построения высоких башенных домов, как сегодня видим, что в Дубае, там, да, вот раньше они были, много пастухов там было, а Араби сегодня увидим там, субханаллах, столько там много там башни и много этажные построят и друг друга сами любой вещь скажи сами лучшие там, да, вот самые высокие это в Дубае, сами лучшие там марка машины Дубай, сами любой самый лучший это в Дубае, да, вот Арабия. Это и указывает, ученые говорят, что указывает эта обстановка сейчас современный мир указывает подтверждает это хадиса о том, что является конца света очень близко. Наверное, мы по чуть-чуть говорили очень много, субханаллах. Тогда на этом, если есть у кого вопрос, задавайте, иншаллах, вопросы свои. Тут еще мы много чего не растолковали. Как мы сказали, чтобы чтобы не терялся, как бы мы не отходили от сама цель хадиса, иншаллах. Так, тогда, иншаллах, если у кого-то возникнет, иншаллах, просто тогда, иншаллах, под комментарии пишут, иншаллах, вопросы, мы стараемся с помощью Аллаха Всевышнего ответить. И не забывать в комментариях писать свои мнения, иншаллах. Баракаллаху фикум. Тогда в конце просим Аллаха Всевышний, пусть Аллах Всевышний наставит нас на прямой путь и даст нам знания, полезные знания, и даст тауфик, чтобы мы следовали за знанием. Потому что цель знания это не сам вот это знание, а суть и цель знания это следовать того, что ты знаешь. Потому что посланник Аллаха говорит: «Ла якуну мар'у алиман, хатта якуну бихи илмихи амилан». Человек не становится знающим, алимом не становится до тех пор, пока он не будет соответствовать или не будет следовать своими знаниями. То есть знание, она один из причин, асбаб, который человек посредством этого знания приближается к хозяину этого дуня, к хозяину этого мира, хозяину этого вселенной, Аллах, великий Аллах, приближается. А если не дай Аллах брать знание и не совершать, это подобно шайтану, иблис, который он знал, он обладал знанием, но не следовал, когда Аллах сказал: совершай сажда Адаму, он отвернулся. То есть он обладал знанием, но он не следовал свои знания. Пусть Аллах сохранит итогу конца и результат. Вот этот не следует свои знания Иблису, мы знаем, каков состояние Иблиса сегодня. Пусть Аллах сохранит нас, пусть Аллах сохранит. Хоп, пусть Аллах сохранит нас и наставит на прямой путь. Ахиру даван, алхамдулилля, раббил амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До следующего конца, до следующего воскресенья, иншаллах, увидимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.